Грамадзянскія ініцыятывы ў Беларусі, падтрымка і ахова ўразлівых сацыяльных груп, удзел Беларусі ў міжнародных арганізацыях і мерапрыемствах па ахове правоў чалавека, праект «Социум» на Радыё Беларусь. З інваліднасцю жывуць сотні мільёнаў людзей ва ўсім свеце. Большая частка з іх пражывае ў краінах, якія развіваюцца. Зараз колькасць людзей з інваліднасцю складае каля 650 мільёнаў чалавек. У Беларусі іх больш за 550 тысяч. Гэта прыкладна 6% насельніцтва. Пры гэтым у краінах Еўропы і Амерыкі колькасць людзей з інваліднасцю дасягае 15% і больш. Аднак працэнты і лічбы адыходзяць на другі план, калі мы кажам аб правах для кожнага чалавека. У мэтах абароны і забяспечання поўнага і роўнага ажыццяўлення правоў і свабод Генеральная асамблея ААН прыняла ў снежні 2006 года канвенцыю аб правах інвалідаў. Сёння дакумент падпісаны больш чым у 150 краінах свету, у тым ліку і ў Беларусі. 3 кастрычніка 2016 года наша краіна ратыфікавала гэты дакумент. Дарэчы, у беларускім заканадаўстве адбываецца пераход да вызначэння «людзі з інваліднасцю». Гэта не простая даніна паліткарэктнасці. У такім пытанні адно слова мае шырокія сацыяльныя і юрыдычныя наступствы, а ў некаторых выпадках можа цалкам выключыць чалавека з соцыуму. Паняцце «чалавек з інваліднасцю» прынята ў грамадстве і вызначае людзей з якімі-небудзь асаблівасцямі фізічнага ці ментальнага развіцця. У афіцыйных дакументах і нарматыўных актах прымяняецца тэрмін «інвалід». Распаўсюджана таксама паняцце «чалавек з абмежаванымі магчымасцямі», якое хочуць змяніць на словазлучэнне «чалавек з асаблівымі патрэбамі». У адрозненне ад першага, яно не абмяжоўвае чалавека ў выбары дзейнасці, а наадварот, прапануе яму варыянты. Сярод якіх у апошні час стаў несумненна інтэрнэт, які прапануе людзям без і з інваліднасцю масу новых магчымасцей. Аднак для людзей з асаблівымі патрэбамі глобальная сетка павінна быць адаптаваная. Гаворка ідзе пра любую інфармацыю, якую карыстальнік можа атрымаць, наведваючы старонку ў інтэрнэце, тэкст, малюнкі, аўдыё і відэакантэнт і шмат іншага. Пра тое, якія меры і магчымасці забяспечання роўнага доступу ўсіх людзей да лічбавай інфармацыі і тэхналогій існуюць, што такое даступны інтэрнэт для людзей з абмежаванымі магчымасцямі, якія ёсць праблемы і што можна зрабіць ужо зараз, дыскутавалі ўдзельнікі круглага стала «Даступны інтэрнэт», які прайшоў у адкрытай у мінскім офісе ПРААН крэатыўнай прасторы «Пошук». Пастаянная прадстаўніца ПРААН у Беларусі Александра Салаўёва адзначыла, што інтэрнэт, які ахоплівае сёння ўсе сферы нашага жыцця, павінен быць даступным для ўсіх груп насельніцтва, у тым ліку для людей з інваліднасцю. Сегодня также с этой встречи мы открываем наше здесь вот небольшое креативное пространство, которое мы назвали «Пошук», в знак того, что это место, где мы хотим искать вместе с вами нестандартные решения проблем, вопросов развития. И я с удовольствием приглашу вас почаще присоединяться, приходить, общаться с нами, с нашими сотрудниками, коллегами, партнерами в этом пространстве. Вот здесь у нас экран, на котором можно писать, печатать. И, как сказал Саша, сегодня мы отмечаем, а говорим о вопросах, конкретных задачах, связанных с инклюзией, с улучшением политик, ситуаций, связанных с людьми с инвалидностью. И не только мы об этом говорим, но хотелось бы говорить о конкретных шагах, решениях, о том, что мы все можем в этом направлении сделать. Все участники, которых я назвала, но также, конечно, бизнес и компании, наверное, я забыла. Техническое сообщество. Да, сообщество, интернет-сообщество, вообще все люди, которые активны в интернет-пространстве и всем, что происходит в этом пространстве. Тематика сегодняшнего дня – доступное будущее, но мы выбрали доступный интернет. И на данный момент 56% жителей планеты являются активными участниками, пользователями этого интернет-пространства. И, конечно, эти цифры постоянно увеличиваются, чем больше людей получают доступ к интернету. Действительно, интернет охватывает уже все сферы жизни, без него невозможно ни образование,
ни работа, доступ к информации, доступ к решениям, даже перепись населения, доступ к госуслугам. Люди, которые не имеют доступа к интернету, связано ли это с проблемами физическими или материальными, конечно, их доступ ко всем этим услугам и замечательным вещам, соответственно, ограничивается. 570 тысяч граждан Беларуси с инвалидностью. Насколько доступен им интернет, интернет-пространство, сети, услуги и продукты интернета? Как решается эта задача? Какие нестандартные решения уже были найдены усилиями, в том числе людей, которые присутствуют здесь? Хотелось бы услышать об этих решениях, узнать, как можно их расширять, применять, как можно больше подобных чемпионов Беларуси мобилизовать. Что касается цифровизации, конечно, огромные задачи ставятся в Беларуси, вообще во всем международном сообществе относительно внедрения новых цифровых технологий, цифровой трансформации, которая, опять же, касается всех сфер жизни. Как может эта цифровизация изначально, как любая реформа, изначально в себе нести элементы участия людей, принципы равенства, справедливости, доступности, участия, всего того, что мы включаем, наверное, в слово инклюзия. Как изначально, а не потом, когда уже какие-то изменения, реформы, новые технологии будут внедрены, мы будем думать, а как сделать их инклюзивными? Мы не подумали, что не все могут ими пользоваться. Так как изначально эти процессы продумать, организовать таким образом, чтобы они были доступны всем. Наверное, не стоит говорить слишком много о том, действительно, какие возможности несет с собой цифровизация, образование, работа, информация, участие и так далее. Как для людей, так и для правительства и для компаний. Но я бы хотела сказать, наверное, о том, какую роль, соответственно, все играют в процессе обеспечения инклюзивности этих цифровых реформ. Несомненно, важна здесь роль министерств, правительства, как и в любой области, нормативная, регуляторная роль. И мы знаем примеры других стран. Вот Саша мне рассказала об Австрии, где принят закон о доступности интернета. И в Беларуси я понимаю, что уже предпринимаются шаги по адаптации госсайтов для слабовидящих. То есть, несомненно, мы можем говорить о роли государства. Можем говорить о том, какую роль сыграют провайдеры, компании, которые занимаются программированием, адаптацией сайтов, и что уже делается, и какие положительные стороны этого процесса вы для себя видите. Ну и, несомненно, для людей с инвалидностью, как можно использовать уже имеющиеся технологии, возможности, программы. Хотелось бы узнать, как вы уже сейчас их используете, чего не хватает и что в этой области должно быть сделано. Грамадзянскія ініцыятывы ў Беларусі, падтрымка і ахова ўразлівых сацыяльных груп, правы чалавека і шмат іншага ў праекце «Социум». Паняцце інваліднасць тычыцца не толькі людзей з парушэннямі апорна-рухальнага апарату, але і з іншымі формамі інваліднасці, тых, хто слаба бачыць або чуе. Таму распрацоўка сайтаў павінна ажыццяўляцца з улікам патрэб усіх і кожнага, адзначае майстар вытворчага навучання МГК, праграміст з аслабленым зрокам Александр Севярын. Когда у вас есть обычная версия сайта, и вы решаете сделать дополнительную версию сайта, с какой проблемой вы сталкиваетесь? Если вы думаете, что у вас будет две версии одного сайта, это неправильный подход. У вас будет две версии сайта со всеми вытекающими последствиями от цены разработки до цены поддержки. Причем, я даже вам больше скажу, когда мы говорим только про людей с инвалидностью по зрению, это один момент, а давайте теперь посмотрим русская, английская и белорусская версия сайта. Это то же самое, те же самые проблемы адаптации. Вы делаете основную версию сайта, называете ее основной, а специальную версию всегда называете дополнительной. И вы работаете с сайтами точно так же. Основную версию вы поддерживаете и платите за ее развитие,
а спецверсия у вас висит. А потом через месяц вы запрашиваете у разработчиков статистику, они вам говорят, спецверсию посетило 5000 человек, специальную версию посетило 3 человека. Из них 2, это значит Яндекс робот и Google робот, и какой-то еще непонятный пользователь из города Минска. А это просто был я, тестировал сайт. И случайно туда зашел, чтобы посмотреть, как было. Это реальная картина. На спецверсию незрячие и слабовидящие люди практически никогда не ходят, потому что им не уделяют внимания. Они разные. Основная версия всегда впереди специальной. И пока эта разница будет, вы нас не заставите ходить на спецверсию. Значит, второй момент еще важный. Значит, спецверсия для слабовидящих – это прекрасно. Есть еще незрячие. Делать спецверсию для незрячих. Есть люди, у которых одна рука не работает, причем у кого-то левая, у кого-то правая. делать леворукие и праворукие сайты. Есть люди, у которых контрастность и прочие вещи разные. Под каждого тоже не сделаешь. То есть плашками завесить весь сайт у вас не получится, плюс вы получите те же самые отдельные версии сайта для каждой группы инвалидности. Это нерационально, согласитесь. А если перемножите еще на языковые версии, то получите снежный ком, который никогда не разгребете. Есть второй подход, и он вытекает плавно из того, что делается сегодня в интернете вообще. Все сайты, вот раньше были мобильные версии, были обычные версии. Сейчас что делают? Обычную версию сайта делают адаптивной. Реальный путь – это взять одну версию сайта основную и сделать ее адаптивной. А что касается незрячих людей, то вы же поймите, что реально незрячий человек или слабовидящий человек, который очень плохо видит, мы работаем в интернете с помощью костылей. То есть наша программа экранного доступа – это наш костыль, с которым мы идем в интернет. Без него мы в интернете с адаптированном сайте или не адаптированном работать не сможем все равно. Большую часть доступности мы делаем на своей стороне. Если я плохо вижу, я включаю экрановую лупу и настраиваю цвета и контрастность на своей стороне. Мне не важно, что там у вас на сайте. Я беру в браузере Firefox, захожу в меню «Вид» и в управлении стилями ставлю черно-белый. То есть эти спецверсии в принципе не востребованы. А адаптация обычной версии – это тот путь, которым надо, собственно, идти в интернете в белорусском. Вы будете иметь одну версию, вы будете платить одному и тому же разработчику, и нужно тестировать, несомненно, еще. Да? То есть есть такой момент, что сайты делаются, их никто не тестирует потом. То есть кто-то сделал спецверсию, а на этой версии никогда ни разу не был пользователем скринридера. В процесс разработки нужно включать людей незрячих, которые реально пользуются интернетом. Основная мысль в том, что не нужно специальных версий в интернете, нужна адаптация обычных версий сайта. Социум. У 1992 годзе Генеральная Ассамблея ААН абвясціла 3 снежня міжнародным днём інвалідаў з мэтай павышэння дасведчанасці і мабілізацыі падтрымкі важных пытанняў, якія тычацца ўключэння людзей з інваліднасцю як у грамадскія структуры, так і працэсы развіцця. У падтрымцы маюць патрэбу і дзеці. Так, у міжнародны дзень інваліднасці 3 снежня ў Беларусі запушчана інфармацыйная кампанія «Проста дзеці» па зніжэнні стыгмы ў стаўленні да маладога пакалення з інваліднасцю. Кампанія будзе рэалізоўвацца ў рамках праекта міжнароднай і тэхнічнай дапамогі, прафілактыка дзіцячай інваліднасці і сацыяльная інтэграцыя дзяцей з інваліднасцю і асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ў Рэспубліцы Беларусь. Праект рэалізуецца дзіцячым фондам ААН ЮНІСЕФ і Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь пры фінансавай падтрымцы ўрада Расійскай Федэрацыі. Першым мерапрыемствам у рамках інфармацыйнай кампаніі стала адкрыццё выставы «Проста дзеці. Проста гісторыі» на плошчы Свабоды ля гарадской ратушы. Экспазіцыя ўяўляе сабой 5 гісторый жыцця дзяцей з інваліднасцю, праілюстраваных фотаздымкамі. У 2020 годзе яна будзе прадстаўлена ў рэгіёнах рэспублікі і будзе дапоўненая іншымі гісторыямі. Падрабязней пра інфармацыйную кампанію і яе мэты распавядае прадстаўнік дзіцячага фонду ААН у Беларусі Рашид Мустафа-Сарвар. Вы знаете, вопросы детей с инвалидностью – это не только белорусский феномен, это глобальный феномен. А как мы говорим, ЮНИСЕФ для каждого ребенка. То есть каждый ребенок для нас очень важен. Это такая актуальная проблема, которую нам нужно обязательно совместно всем усилиями работать. И я очень рад сегодня, потому что это очень символичный Всемирный день инвалидности. И этот год для нас очень символично, 30 лет Конвенции прав ребенка. Поэтому то, что мы сегодня презентуем, то, что мы сегодня кампания начинаем, это кампания против стигмы детьми с инвалидностью. И здесь я не буду говорить, как хорошо система здравоохранения поставлена и как он работает, и как продукт хорошей медицины.
сейчас цифры инвалидности у детьми будут расти. Поэтому нам нужно подготовить население, подготовить родителей, подготовить всех decision-makers, которые будут работать и жить с этим очень актуальным вопросом. Потому что мы хотим видеть этих детей на улице. Сегодня, к сожалению, их не так много. Мы хотим их видеть в той же школе, в которой другие дети учатся. Мы хотим их видеть в шоппинг-молле, когда другие дети покупают красивые одежды. И для этого нам нужно подготовить общество, подготовить всех нас, чтобы мы готовы видеть их и помочь на улице, помочь войти в школу, обучить хорошее образование. Потому что не все дети с инвалидностью должны на коляске или должны на паллиативной помощи. Есть дети, и большое количество из них могут участвовать в социоэкономической жизни страны. Это как раз подключается целое устойчивое развитие, и это подключается как раз тот вызов, который у нас есть в населении. И как раз выставка будет проходить во всех городах, во всех областях, и я вас приглашаю с нами участвовать на этом путешествии. Социум. Правы чалавека як індыкатар развіцця сучаснага беларускага грамадства. Праект міжнароднай тэхнічнай дапамогі, прафілактыка дзіцячай інваліднасці і сацыяльная інтэграцыя дзяцей з інваліднасцю і асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ў Рэспубліцы Беларусь, у рамках якога рэалізоўваецца кампанія «Проста дзеці», фінансуецца Урадам Расійскай Федэрацыі. На ўрачыстым адкрыцці выставы на плошчы Свабоды прыняў удзел надзвычайны і паўнамоцны пасол Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліцы Беларусь Дмітрий Мезенцев. Ён распавёў пра ўдзел Расіі ў праграмах дзіцячага фонду ААН у Беларуси. За 17, 18, 19 годы правительством Российской Федерации на программы ЮНИСЕФ Республики Беларусь выделено $2,5 миллиона. И это не просто деньги, это еще то внимание и поддержка, в том числе с участием российских специалистов в сфере поддержки инклюзивного образования детей, реабилитации тех маленьких граждан Беларуси, которые ограничены в своих возможностях. Это заинтересованное участие ученых в исследовании той проблемы, действительно гуманитарной, к которой надо очень чутко и внимательно относиться. И важно также отметить, что правительством Российской Федерации принято решение о выделении еще $2,5 миллиона на 2020, 2021, 2022 годы для инклюзивного образования ребятишек с ограниченными возможностями. И мы также благодарны фонду ЮНИСЕФ, господину Сарвару, который его возглавляет, госпоже Казанове-Вишневецке, которая возглавляет фонд всей глобальной организации, расположенной в Минске, за то взаимодействие и за то товарищество в тех отношениях, которые позволяют вместе с Министерством здравоохранения, Министерством социального развития и труда Республики Беларусь определять болевые точки, оказывать то внимание в областях Беларуси, которое востребовано, безусловно. И самое главное, еще раз подчеркну, важно выделить деньги. Действительно, деньги большие, и правительство Российской Федерации последовательно это делает, поддерживая союзнический характер наших отношений. Но еще важно, чтобы через призму материальной поддержки мы видели гуманитарную проблему, относились к ней очень чутко, внимательно и не забывали, как можно более делать шагов в поддержке наших друзей в Беларуси. Социум. Такія акцыі і праекты, накіраваныя на паляпшэнне якасці жыцця людзей з інваліднасцю, закліканыя, акрамя іншага, змагацца са стыгматызацыяй у стаўленні да людзей з асаблівымі патрэбамі. Важна, каб паралельна ў грамадстве змянялася стаўленне да такіх людзей, пашыралася разуменне, што людзям без і з інваліднасцю павінны прадастаўляцца роўныя правы і магчымасці. На гэтым я, Яніна Вайцянкова, развітваюся з вамі, паважаныя слухачы, да наступнага разу. Заставайцеся на хвалях Радыё Беларусь. Грамадзянскія ініцыятывы ў Беларусі, падтрымка і ахова ўразлівых сацыяльных груп, удзел Беларусі ў міжнародных арганізацыях і мерапрыемствах па ахове правоў чалавека. Пра гэта і шмат іншага расказваюць беларускія сацыёлагі, палітолагі, эксперты ў галіне міжнароднага права, актывісты беларускіх грамадскіх арганізацый у праекце «Социум» на хвалях Міжнароднага радыё Беларусь.